топ-3 обзывательств, которые на тебя вешают, ну или клише, стереотипов, которые на тебя вешают твои хейтеры. Легко отвечу на этот вопрос. Наверное, номер один, что я продался. То есть здесь входит, что я продался той стороне, которую я там, да, защитил. Либо я продался иностранным спецслужбам. Второе, наверное, это сексист. И третье, это то, что вот хайпажор. Я это делаю ради хайпа. Я бы добавил свой четвертый. Такой, не то что стереотип, обзывательство. Я даже не знаю, как это назвать. Это обзывательство. Чтобы быть мужчиной, нужно иметь жену и детей. К чему вот это было? Я не первый раз это слышу и вижу. Сейчас мы к этому вернемся. Давай пройдем сначала по первым пунктам. Я до съемок Фаре говорил, что я хочу, чтобы меня поставили ближе, а тебя сзади, чтобы, учитывая твой рост, как в «Хоббите», я оказался выше, а ты был ниже. Без проблем. Да, но Фара сказал, так не пойдет. Мы все равны, но кто-то равнее. Привет, Искандар. Привет, Навруз. У тебя, Навруз, в профиле Facebook написано не задавать тебе вопросы, не связанные с предпринимательской деятельностью. Да. Сегодня это действует или нет? На самом деле, сегодня это тоже должен я убрать. Вообще не задавайте мне вопросов. Вообще не задавать? Да. Это было во время проекта, когда я работал с бизнесом, с ООНом, проОНом. И поэтому я это написал, но я забыл это убрать. Просто заходишь на твою страничку в Фейсбуке, такой серьезный Навруз, отвечая только на вопросы, связанные с предпринимательской деятельностью, и снизу женщины, мужчины, феминизм, деревья, собаки, животные, и чего только нету. Ты волонтер, юрист, можно сказать, колумнист в Фейсбуке, блогер, хотя тебе не нравится это выражение, когда тебя называют блогером. Да. Что только ты не делаешь, но как ты можешь сам себя охарактеризовать, ну, желательно емко, коротко, кто ты? Сложный вопрос. На самом деле я еще занимаюсь реформой милиции. Как бы я себя охарактеризовал? Ну, скорее я бы сказал, что я человек действия. Я предпочитаю что-то делать, нежели жаловаться на что-то. Я хочу чуть-чуть хотя бы изменить окружение, скажем, там, да, общество. В лучшую сторону имеется в виду. А для чего? Тоже хороший вопрос. Я об этом долго думал из-за того, что я раньше очень много даже книг читал. И в чем на самом деле смысл жизни? То есть это как, скажем, в компьютерной игре мы обычно как делаем? Да? Себя прокачиваем, чего-то достигаем, куда-то движемся. Я думаю, что все это особого смысла не будет иметь, если от нас не будет пользы обществу. То есть нас должны, по сути, оценивать, скажем, другие. Ну, как-то вот так. Если от моей работы, от моей деятельности нет никакого толку, скажем, для других именно, для общества, то я думаю, что жизнь будет считаться прожитым зря. То есть ты человек, который занимается тем, что пытается облагородить, улучшить общество. Да. Я знаю, что это немножко звучит... Пафосно? Да, и пафосно, и не с точки, как бы не сходится с человеком, который занимается бизнесом. А у меня есть бизнес, это основная моя, скажем, деятельность. Но я в этом себя нашел, и как только я этим начал заниматься, то есть когда это втягивает тебя, как вот ты не можешь без этого. Вот полгода, если я не буду чем-то заниматься, кроме работы там, да, основной, которая у меня есть, я чувствую какую-то пустоту внутри, и мне надо что-то делать. Ну а вот как в среднем, да, вот в среднем по больнице выглядит вечер Навруза Одинаева, когда он приходит домой? Он очень поздно приходит домой. Так. Либо я обычно очень долго задерживаюсь на работе, прям долго, там, до 10, скажем, да. Но это не всегда я на работе. Я сейчас хожу на тренировку, там, да, через день бываю на тренировке. Иногда сидим там с друзьями. Ну вот в среднем, когда приходишь домой? Просто сплю. То есть до такой степени просто приходишь, ложишься спать? Я домой только спать иду, потому что я телевизор не смотрю. Ну, если бессонница какая, может быть, на телефоне посмотрю фильм какой-то. Ну, чтобы успокоиться и поспать. А иногда складывается ощущение, что приходишь домой, так скажем, сполоснулся, собрался, открываешь телефон и начинаешь искать тех, кто не прав в интернете. Такое тоже бывает, но это по утрам у меня бывает. Когда я просыпаюсь рано,
нечего делать, не хочется еще вставать, как бы на работу ты не опаздываешь. Открываю телефон и смотрю, Кто не прав? листаю там, да, ленту, какие-то вопросы. Кстати, ну, последнее время я стараюсь сдерживаться, чтобы не вмешиваться во все вопросы не решишь. И стараюсь говорить свое мнение там, где другие молчат. То есть или все занимают одну позицию, смысла нет мне тоже занять эту позицию, за толпой идти, да. Я говорю только тогда, когда я считаю, что это очень необходимо. Синдром непокорности, когда вот внутри, я не пойду с толпой по-любому. Это у тебя с детства или как-то наработалось? Я думаю, что это с детства. У меня прям с детства, ну, были очень большие амбиции, прям очень большие амбиции. В какой-то момент это все немножко стухло, я скажу. Но потом снова возобновилось. А ты с детства мечтал быть юристом? Нет. Когда я был совсем маленький, я хотел стать инженером. Знаешь почему? Почему? Просто слово «инженер» мне нравилось. Я не знал, он чем занимается. Потом хотел стать летчиком, путешествовать. Но в какой-то момент я понял, что меня тошнит даже от простых качелей. Я не могу долго качаться. Вестибулярка слабая? Да. И спиной ездить тоже не можешь, получается? Да, плохо. У меня всегда плохо получается. Да, ты меня раскусил. Тоже такое? Нет, у меня такое бывает, когда вестибулярка у меня нормальная. У меня проблема другая. Когда я захожу в телефон, в социальной сети, это обычно, когда я еду на работу. Или, вот если я еду на работу, посмотреть, кто не прав. Или очередной срач почитать. Я начинаю читать, либо играть в игрушку, еду в машине, все, у меня начинает тошнить, потому что глаза вот так, от тебя раскачивает. Вот здесь немножко слабенько, это согласен. Была такая шутка у нас в офисе. Очередной раз, когда я открыл Facebook, я увидел очередную акцию. Я тогда изрек, что Навруз Одинаев – это единственный юрист, который посадил больше, чем выпустил деревьев. Сколько деревьев ты посадил? Будет неверным, если я скажу, что я посадил столько деревьев. Ну, я образно. Я сейчас округляю. Команда, у нас люди, там, да, вот каждый житель, который приходит на нашу акцию. Посадили, в общем, мы чуть больше 7 тысяч деревьев. 7 тысяч деревьев? А почему сейчас не сажаете? Сейчас надоело? лето. Сейчас лето. Может, еще будем сажать. Ну, этой зимой, это же время посадки, я уже чуть ли не садовником стал. Я раньше, для меня елки все были елки. Сейчас для меня есть кипарис, есть сосна, есть туйка, есть можжевельник, то есть я их все разбираю, да. Суть в том, что есть вот осень, когда вот ближе к зиме, и начало весны. Ну и зима, соответственно. В это время можно еще посадить деревья. А летом нельзя. Летом, если посадишь, очень маленький шанс, что выживет, скажем так. Да? Почему именно сейчас на деревьях? Не только деревья. Я раньше наблюдал то, что у тебя очень активная социальная жизнь была. Да. То есть ты сажал деревья, убирал душанбинку, в составе групп. Потом вы помогали, по-моему, приюту, да, домашним? Приюту для животных, людям помогали, ветеранам ВОВ помогали. Да, все это было, пока у тебя не было несколько громких срачей в Фейсбуке. А потом все затихло. Это связано? Никак не связано. Ноль. Серьезно говорю, ноль. Как это все происходит, да? Ну, на мой взгляд, да, это больше, может быть, где-то я ошибаюсь, но, на мой взгляд, это происходит... Я хочу быть как новатор, то есть я что-то запускаю там, да, я опять говорю но мы когда это делаем, что-то запускаем, идея новая возникает, хочется реализовать, начинаем делать. Уже люди начинают это тоже делать. То есть вот когда мы начали убирать там, да, массово душанбинку, после нас очень много организаций подключились, очень даже хукуматы, там, да, нас туда приглашали, сюда приглашали. Все подключились, все этим занимались. И я понял, что надо еще что-то придумать. То есть вот этот вопрос, и постепенно оно угасает. То есть если чем чаще ты это делаешь, народ сначала больше было, а потом спад пошел. А потом пришла такая идея, что вот как сажают деревья там, да, вот обычный человек не знает, как сажать там, вот, что это какой-то труд, да. Я сам в том числе. И идея возникла по поводу посадки деревьев, чтобы люди сажали. То есть не то, что где-то какая-то организация там сажает сам по себе, а обычные люди, которые никогда этим не занимались, они делали. И когда они начали приходить на наши акции, сажать деревья, фоткать где-то еще,
То есть это как было? Один раз мы всех позвали в Парк Победы, там, да, 2000 человек пришло, это очень круто было. Это первая такая масштабная акция была. Мы все в шоке были. Мы рассчитывали на 500-600 человек, пришло 2000 плюс. Потом уже вот пандемия туда-сюда, и мы решили, что делать. Не можем же мы опять людей собрать. Надо им раздать деревья. То есть никто вообще, сколько знаю, вообще никто в мире этим не занимался. Что мы просто закупаем деревья, собираем по Фейсбуку там, да, заявки, условно говоря, и бесплатно до дома довозим и отдаем человеку дерево, лишь бы чтобы он пошел, посадил рядом там, да, с домом, на работе, еще где-то. Тоже было круто, очень многое подключились. Фоткали, хэштег ставили там, да, с детьми. Очень большое количество сообщений также в личку я получил, что спасибо большое, что дали возможность нам впервые в жизни посадить дерево. Теперь я понял, что это такой труд, что я буду ухаживать за этим деревом. То есть вот в этом суть. Было очень много случаев, рассказов, там, да, об этом можно часами говорить, наверное. Один из моментов, когда вот мы убирали там, да, мусор, и многие знакомые тоже приходили. И один из них потом рассказывает: слушай, говорит, вот мы стоим там, да, с иностранцами, там еще местные чиновники высшего ранга, там стоим, и я, говорит, пью воду рядом с ними, а потом закрыл крышку, а мусор где-то там 200 метров. Я пошел туда, скинул и вернулся. И один из наших местных чиновников говорит: слушай, а ты прям столько пошел, чтобы баклажку скинул? Он говорит: ну да. Говорит: ну, и это следующий уровень. То есть это такое могут делать только очень высоко цивилизованные люди. Все мы его также кидаем. Он говорит: ну, я просто уже был на акции, я понял, что этот мусор, который мы кидаем, он никуда не исчезает. Это нам вредит. И, то есть это воспитательный такой характер имеет. Понимаешь? Но и это все важно для меня, это вдохновляет. Руки не опускаются, что это все затихает без тебя? Как тебе сказать? Все равно я думаю, что мы вот тот момент, когда это сделали, мы очень большое количество мусора, там много-много тонн убрали, допустим, и много-много, получается, сделали полезного для нашего окружения, для, скажем, экологии, и, возможно, для нашего здоровья, для здоровья наших детей. То есть тот мусор, который мы убрали, его там уже нет. Новый мусор, который там поступает, ну, я думаю, что не мы, может быть, еще организуем, не мы, но это тоже вопрос решаемый. Но важно, что много тонн мусора уже там нет. Вот что важно. Точно так же важно, что вот 7 тысяч новых деревьев появилось. Хотя в масштабах Таджикистана 7 тысяч это мелочи. У меня есть идея посадить 1 миллион деревьев. Но я еще не знаю, как я это реализую. Построить 1 миллион домов и вырастить 1 миллион детей? Только 1 миллион деревьев. Вот такая цель я хочу себе поставить. Но пока это на стадии идеи. Я надеюсь, что мне получится это. То есть это все не ради хайпа? Как тебе Чисто сказать? альтруизм. Вот буду лукавить, если я скажу, что мне не нужен вот эта общественная поддержка. Мне это нужно. То есть одно время это более как бы нужно было. Сейчас давно я особо этим, не слежу даже, да, сколько там репостов, сколько лайков. Вот это уже не так интересно, потому что очень многого мы достигли в этом поприще. Уже особо, скажем, нет большого желания за этим наблюдать. Я больше хочу именно, скажем, вот когда идет разговор о качестве там, да, и количестве, мне не нужно вообще количество. Я это давно как бы понял. Поэтому я иногда специально делаю некие, скажем, хорошие посты, чтобы убрать часть людей. То есть те люди, которые поймут меня там, да, о чем я говорю, они остаются со мной. А остальное пускай отсоединяется от меня, и это тоже очень помогает. То есть, если бы я хотел чисто хорошего хайпа, я бы всегда там, да, вот делал лирические какие-нибудь посты и сказал бы: я там вот такой, давайте все вместе там что-то хорошее сделаем. Вот. И еще про тот случай, о котором... Да. То есть я бы поддержал публично, хотя я с самого начального этапа этих вопросов был в курсе и тайно, как бы без афиширования своей позиции, помогал как раз-таки в том, чтобы совершившие преступления люди понесли наказание. Потом другая сторона, когда ко мне пришла, полностью осознав, что 90% людей меня не поймут, я сделал то, что я сделал. Я очень люблю читать твои посты. В каком плане? Ты пишешь всегда огромные простыни. Причем основную свою мысль, свою позицию озвучиваешь в самом конце. Люди начинают читать вверх, до конца не доходят.
И у вас начинается грандиозный срач в комментариях. Другими словами это не назвать. И все там вот так, а никто до конца не дочитывает. Но это ладно. Зачем ты вступаешь в полемику со всеми? С каждым встречным поперечным. Совсем не вступаю, на самом деле, Искандар. Но их очень много. Возможно, ты иногда видишь то, что попадается. Да. Другу обычно, когда пишет комментарий, лента тебе его дает сразу, скажем. Из-за этого есть иллюзия, что прямо этот... Я, возможно, не отвечаю 70-80% комментариев. Даже есть оскорбительные в мой адрес, я на них не отвечаю. Я отвечаю часто тем, кого я знаю. Допустим, ну или хотя бы онлайн знаю, да. Надежда всегда последней умирает, что ты человеку можешь что-то доказать. Ну и часто, когда я общаюсь, допустим, с кем-то, это не означает, что я общаюсь с кем-то. Я общаюсь с аудиторией своей. То есть, когда кто-то мне аргумент свой предъявляет, я всегда, если ты заметил, ссылки даю там, да. То есть я из-за того, что моя основная профессия юридическая, и сколько бы я консультаций не давал, это несколько тысяч, может, десятки тысяч консультаций, я всегда привожу статья такая. И никто со мной не сможет спорить, потому что закон, да, я говорю, в соответствии с такой-то статьей закона, вот это. А времени не жалко? Жалко. Нет ощущения, что ты вот в случае с хейтерами, я не говорю с твоими подписчиками, которые с тобой идут адекватную дискуссию. Да. Есть же просто залетные, которые зайдут, там обосрут, извини за выражение, а ты им пытаешься доказать, и ты теряешь время, и получается, как будто ты мечешь бисер перед свиньями. С тобой тоже согласен. Это иногда, когда... Как это происходит, да? У меня, когда есть какое-то свободное время, есть желание это делать. Часто этого нету, когда я вообще не пишу. Потом меня обвиняли не раз, что я отвечаю на какие-то удобные моменты, а какие-то неудобные я типа проигнорирую. Но у меня иногда фактически не хватает момента читать даже сообщения, когда их несколько сот возникает. Но иногда просто пролистываю и смотрю людей там, да. То есть есть очень много людей, которые ко мне обращаются всегда там, да, там чем-то помоги, Навруз. Они же потом начинают там писать разные гадости. В том числе одного из них, который очень много мне писал, не буду его называть, его когда просто взяли, закрыли в милиции, просто закрыли, он собирал деньги незаконно и все такое, типа там на благотворительность, хотя никто его не просил, его закрыли. На него была жалоба, его закрыли. Он мне через каких-то людей, которые я не знаю, выходит, просите Навруз, чтобы меня спас. Я поехал в отдел, я вышел на людей, я говорю, я ручаюсь, человек хороший, ну как бы это, давайте все деньги, которые он собрал, мы сейчас соберем, все сдадим, но под расписку, то есть все оформим красиво, ну то есть я юридически все оформил, люди меня знают, пошли на уступки, то есть это. Я его вытащил, и он уехал в Россию, и оттуда начал вот такие длинные комментарии, где типа меня обвиняют, в чем еще меня обвиняют? Ну да, это гранты, это какие-то, типа из-за каких-то денег я свою позицию, типа меня можно купить. Чувак, я же у тебя ни одной копейки не взял, потратил полдня своего времени, вытащил тебя, ну как бы, да, и даже ничего не сказал. Ну, если я хотел бы у тебя денег, я тебя вытряс бы там, да, забрал последнее у тебя. Но ты же это сам знаешь, да? Зачем ты вот это делаешь публично? Ну, это мелкие люди, которые как-то вот ушел подальше, да, подумал, что я его не достану, я не знаю. Навруз, топ-3 обзывательств, которые на тебя вешают, ну или клише, стереотипов, которые на тебя вешают твои хейтеры. Отличный вопрос, Искандар. Давай. Легко отвечу на этот вопрос. Наверное, номер один, что я продался. То есть здесь входит, что я продался той стороне, которую я там, да, защитил, либо я продался иностранным спецслужбам, я не знаю, еще такое. Второе, наверное, это сексист. Из-за некоторых моих постов большой скандал был еще. И третье, это то, что вот хайпажор. Я это делаю ради хайпа. Я бы добавил свой четвертый. Такой, не то что стереотип, обзывательство. Я даже не знаю, как это назвать. Это обзывательство, что чтобы быть мужчиной, нужно иметь жену и детей. К чему вот это было? Я не первый раз это слышу и вижу. Сейчас мы к этому вернемся. Давай пройдем сначала по первым пунктам. Так, у нас их 4. Первый, продажный. То есть, куда ветер дует, туда и смотришь. Возможно так. Но здесь я скажу следующее. И всем, кто нас смотрит на самом деле. Попробуйте попасть ко мне на консультацию.
То есть за деньги. За деньги попробуйте попасть ко мне на консультацию. Мы отказываем 90% потенциальных клиентов, даже больше. У нас очень крупные компании иностранные, прям очень крупные, посольства иностранные. Скоро, кстати, у меня еще одно это будет, хороший большой контракт, я объявлю об этом отдельно. То есть за деньги я не принимаю людей даже на консультацию по своей работе. Я зрителям скажу, нас он тоже не принимает за деньги. Мы ему пытаемся дать, а он говорит, нет. Бесплатно. Только для своих друзей, очень узкого круга. Сейчас стараюсь, по крайней мере, больше этот. Иногда, да, помогаю кому-то чисто по доброте душевной, там, да, по старой дружбе, по новой, по не знаю. Но именно за деньги, а консультация у нас очень дорого стоит. Не всем это по карману. У нас контракты минимальные от $1000 начинаются. Поэтому говорить о том, что я кому-то продался, сначала, ребята, попробуйте там, да, попасть, скажем, на законных основаниях у нас на консультацию. Это один. Я не скажу, что меня невозможно купить, кстати, там, да, возможно. Я даже больше скажу, когда слышу в адрес медиа-личности такую фразу, да, типа ты продажный, да, я бы рад продаться. Где покупать никто за нормальные деньги. Иногда я думаю, что мне очень много задолжали эти иностранные посольства и все такое. Где мои деньги, черт побери. Так, сексист. Здесь я делал отдельный пост по этому вопросу. Я очень люблю женщин, прям очень я их люблю. Для женщин, немножко похвалюсь даже, для женщин, возможно, я сделал больше, чем 90% этих феминисток, которые меня называют сексистами. То есть пускай они хоть что-то мне предъявят, хоть что-то. А я могу предъявить. То есть я предъявлял, ссылки поставил, вот эти все харассменты, которые на улице. Я один из первых людей был, который этим занимался. Я организовал круглый стол в МВД, я подключил все свои связи, средства. Ни копейки на этом я не зарабатывал. Это было только для того, чтобы уменьшить вот этот, скажем, да, харассмент, уличный харассмент в отношении женщин. Я давал сотни консультаций бесплатно женщинам-предпринимателям. Всегда я для них открыт, я стараюсь там, да, где-то что-то помочь. С этим, поэтому назвать меня что сексистом это никак. Потому что ты смешиваешь. Опять же, вот непонятно, вот твоя страница, ты вроде юрист, даешь какие-то статьи, пояснения, объяснения, но заходишь в комментарии, там у вас это все превращается из сухого в личное, и поэтому непонятно вот эта грань. Может быть, поэтому ты стал сексистом в глазах некоторых людей? Я знаю, почему я стал сексистом для них. Потому что я не поддержал один известный случай. Когда я просто с двумя сторонами поговорил, реально, да, причем со стороны, которой они поддерживали, я почти 3 часа общался. То есть вот у нас разговор был, мы очень хорошо друг друга поняли. Меня этот человек попросил очень, чтобы я не сделал постов, там, да, то есть не раскрыл эту тему, потому что я хотел, опять-таки, раскрыть эту тему, свое расследование, у меня все доказательства, документы были. Просто человек сказал, вы сломаете мою жизнь, как бы, да, если это сделаете, пожалуйста, не делайте этого. Я пошел на уступ, я сказал, окей, но этот случай, он был очень сильно далек от того, что они заявляли. И я это публично им сказал. И поскольку я их не поддержал в этом вопросе, а они всегда считали меня своим другом, но я имею в виду вот тех феминисток, которые думали, что вот Навруз Одинаев всегда за женщин. Нет, я всегда за женщин только в том случае, если они правы там, да. Но если вдруг, извините меня, есть другая сторона, и кто-то пытается это злоупотребить этим правом, который, да, вот мы даем, стараемся, чтобы это было, тогда я не буду за вас. Я буду за справедливость, то, что я считаю важным. То есть оттуда и я стал сексистом. Это не про последние мои посты, там, да, это тогда до этого было. Несколько человек, с которыми я в очень хороших отношениях был, мы перестали общаться, я им высказал свою точку зрения, что вы не имели права вот это все делать, скрыть от аудитории самые важные факты из этого случая, которые я узнал, пообщаясь. А им было это известно? Да, конечно. Они это просто скрыли. Это очень важные факты, я не буду это говорить, вопрос уже старый, понятно. Поэтому закроем. Сексист, поэтому я не считаю, что я сексист. Кстати, у меня, наоборот, я считаю, много у нас женщин, сильных женщин, которых я восхищаюсь ими, которые классные руководители, которые очень многого добиваются, в том числе Зебо там, да, и не только она. Среди журналистов я знаю только женщин-журналистов классных, сильных там, да.
Я об этом уже говорил, там, Наргиз, там... Я всегда одну вещь говорил. Я же не журналист сам по себе, да, я дизайнер, рекламщик. И здесь оказался сравнительно недавно, но я всегда это говорил. В Таджикистане, да простят меня мужчины, ибо если вы мужчины, вы это не сочтете за оскорбление, но яйца есть только у женщин-журналисток. Согласен. Это так. Абсолютно согласен. Хайпажор. Ну вот, об этом мы уже говорили. Возможно, на начальных этапах моей деятельности это мне было нужно, важно, скажем. А то, что сегодня я делаю, скажу, я для даже себя. могу сказать, я тоже это заметил раньше, когда приходят в Фейсбуке запросы, а там постоянно приходит запрос добавления друзья. Ты смотришь, что за аккаунт. И там одна фотография, день рождения, то есть какой-то непонятный аккаунт, но всегда есть общий друг, Навруз Одинаев. Я брал всех, кто... Ну, мне аудитория нужна была. Я хотел, когда я очень много консультировал, бесплатно очень много консультировал, конечно, мне важно было набрать аудиторию, мне важно было, чтобы обо мне знали, мою экспертизу видели больше людей там, да. Я доносил свою мысль, чем больше, тем лучше. На сегодняшний день то, что я сказал, из-за того, что у меня загруженность, скажем, полная, мне вообще местный бизнес никакой не нужен. Скажем, у меня только иностранный бизнес, с которым я работаю, а они не сидят в таджикском Фейсбуке, чтобы они меня через таджикский Фейсбук или Инстаграм знали. Поэтому я то, что делаю сегодня, это для себя я делаю. То есть твоя социальная жизнь в социальных сетях никак не влияет на работу? Ну, может быть, там 10% повлияет, там, да, из-за того, что кто-то, который работает где-то, там, да, меня может порекомендовать. Но, как ты сам сказал, моя личная страница, не моя компания, она уже вперемешку идет. Да. Раньше я всегда юридические статьи ставил. Сейчас я этого не делаю, потому что, это мне не нужно сегодня. Мне достаточно, скажем, клиентской базы. Поэтому сегодня я уже не соглашусь с этим. Или не до конца. Если будет положительная какая-то я рад. Даже если будет негативная, тоже хорошо. Пускай будет. И к 4 пункту, который я озвучил. Да. Вообще очень странно. У нас почему-то в стране это возвели в культ. То есть ты не мужик, если у тебя нет одной жены, а лучше 2 жены, у тебя должна быть куча детей, иначе ты какой-то не мужик, ты какой-то непонятный. Что-то с тобой не так. Я с этим абсолютно не согласен. Я не понимаю, в чем вот эта радость гнаться за этим. Скажу. Да. У меня, поскольку мы в Таджикистане живем, там, да, все хотят то, что тебя женить. У меня даже пост был по этому поводу. 3 года назад, по-моему, я опубликовал, когда не то, что мои близкие, еще кто-то пытался меня женить, даже человек, который я один раз не увидел где-то, он такой, вот, Навруз, когда женишься, да. Это меня чуть-чуть взбесило, как будто... Весь этот вопрос? Да, только вот этот вопрос важен. Так скажу, я с ним не буду спорить, да, допустим, я и с ним не поспорил по этому поводу, того человека, который этот вопрос, поднял этот вопрос, намекнул. Без обид вообще. Я считаю, что мужчина, это мое мнение, вот то, что не то, что рожает сына, а тот, кто заботится о других. Что-то польза от него есть. Я не буду перечислять, какие скажем, для своих я делаю, а всегда есть у каждой семьи какие-то, допустим, свои моменты. От меня очень большая польза для тех людей, которые уже живут на этом свете. Мне не нужно притащить из того мира, скажем, новую жизнь. Это чистый эгоизм, но это мое мнение, без обид для всех таджиков, которые имеют по 5, 6, 10 детей, а потом их не могут нормальное образование дать, нормально кормить. И вот это поколение рождает новое поколение, которые также идут на заработки в Россию, возвращаются, и цикл не останавливается. Я считаю, что я думаю, что у меня еще есть время, я еще, возможно, если Бог даст, стану отцом, но для меня это не суть важно, вообще не важно. Просто подытожим эту тему, потому что это единственный вопрос, который объединяет твоих подписчиков, фолловеров, твоих хейтеров, и, наверное, уже скоро будет букмекерский контор тоже заинтересованы в этом вопросе. Планируешь жениться? Конечно. Это же здесь непонятно, но жениться да. Планируешь? Не, я не против женитьбы, Искандар. Как тебе сказать? У меня несколько раз было, что почти дошло. Доходит скажем. Я уже не то чтобы сделал, на коленях сидел, предложение сделал. Но есть девушка, вроде подходим друг к другу. Мне очень важно, чтобы мы
у меня не просто была жена, которая дома сидит, что-то делает, мне потомство несет, а я там иду, своими вопросами занимаюсь и где-то еще гуляю. Мне важно, чтобы у меня была жена, мой партнер по жизни, чтобы мы вместе там, да, что-то делали, там, делились, еще что-то. То есть здравый такой подход. Ну, я считаю, там, да, это немножко европейский, это может очень быть, подход. правильно, я считаю. Из-за того, что, ну, разные причины были, когда вот в моменте оно срывается. Возможно, я не скажу, что это всегда они виноваты, это моя вина тоже, потому что я слишком много, наверное, слишком много отдан работе, своей жизни, вот такой хобби свои там, да, которые у меня очень много это времени занимает, а девушкам нужно много внимания. Там, да. Было не раз, когда там, я где-то занят, где-то что-то, вовремя не перезвонил, вовремя не это, обидки. Ну вот это все потом портит отношения. Но я женюсь обязательно, не скажу, сейчас уже не скажу когда, но обязательно. Ну, то есть ты допускаешь мысль, что и, возможно, и ты был виноват в тех моментах? Конечно. Всегда звук с двух сторон, когда хлопаем. Поэтому у меня тоже, я не скажу, что у меня такой легкий характер, у меня тоже сложный характер. Возможно, где-то со мной нелегко, у меня там какие-то требования. С возрастом требования-то увеличиваются. Хотя я полностью понимаю, что ну, как бы нет идеальных людей. А у всех есть свои. Не становишься с возрастом? Не знаю, пока есть то, что есть. То есть для меня это не цель номер один в мире, как у многих других, наверное, наших соотечественников, когда в 20 лет они пытаются жениться. И, кстати, возможно, на это еще влияет моя работа. Раньше я очень много консультировал по бракоразводным тоже процессам. Я видел только негативную сторону брака. То есть ко мне приходят не тогда, когда все хорошо, а тогда, когда все плохо. И люди, когда начинают там, да, рассказывать вот это все, я думаю, черт побери, ну разве это и есть брак? Там, да, вот, деление наследства, там, брат с сестрой, мать с отцом. Я ввел дело, когда мужчина перед ЦК сжег себя из-за квартиры, из-за спора со своей старшей дочкой. Это здесь было, помню, такой случай был. Да. Я это дело, именно наследственное дело, для них я завершил. 2,5 года я им помогал, судился. Очень сложное дело, одно из самых сложных, наверное, дел. И в плане эмоциональном тоже было для меня. Но я его завершил, скажем. Причем практически бесплатно это сделал. Это можно назвать профдеформацией, да? Да, скорее всего, да. Я думаю, что это тоже как-то влияет, наверное. Хочешь, расскажу историю? Давай. Ну, для разрядки, да, наверное. Интересных случаев очень много было. И, кстати, я всегда старался, когда еще занимался этими бракоразводными процессами, мирить людей. Там, допустим, девочка приходит, говорит, все, там, расскажите мне, как происходит процедура развода, вот не хочу с ним жить. Я начинаю там, сначала рассказывать, она успокаивается, потом я говорю, вот причина развода, вот он такой, он сякой, вот мои родители хотят, чтобы мы развелись. Я говорю, вот если оставить мнение ваших родителей, вот вы сами как считаете? Там? Она говорит, мне с ним хорошо, там, да, и стесняется. Я говорю, вот видите, у вас есть там, да, что-то хорошее, допустим, наверное, в постели вам хорошо. И она такая краснеет, как это, типа. Я говорю, вот эти моменты знаете только вы. Ваши родители понятия не имеют, каково вам там, потому что у нас не рассказывают, да, не принято рассказывать. Но это важная часть вашей семейной жизни. Вы такого человека, возможно, завтра не найдете, если вам сегодня хорошо с этим человеком. Подумайте без учета мнения ваших родителей, хотите ли вы с этим человеком остаться или не хотите. И сами принимайте решение. Человек уходит, через год мы где-то видимся там случайно, и она говорит, я говорю, как у вас, все хорошо? Она говорит, все замечательно, спасибо. И все, проходим мимо. Если не смотреть на тебя через призму твоих социальной активности, волонтерской активности, через призму Фейсбука и социальных сетей, если все это отмести в сухом остатке, что останется? Юрист, наверное, просто Навруз юрист. Что я могу сказать? Если все, что у меня есть, убрать... А это все, что у тебя есть? Твоя деятельность? Наверное, останутся мои друзья, моя семья. То есть, по сути, наверное, глобально ничего не поменяется. А все, что у меня, скажем, вокруг я создал, а это я сам создал. Как-то я об этом думал, даже хотел уехать из страны.
некое обстоятельство, Да. там, да, вот это все удручает. Иногда мы тоже впадаем в депрессию, скажем, когда ты понимаешь, что ты очень-очень много делаешь, и вот все равно все плохо. И я хотел просто уехать. Я знал, что я и там не пропаду, да, куда бы я ни поехал, хотя у меня нет английского хорошего. В ту же Америку, я не знаю, Европу, в Россию сейчас не хочется. Никаких проблем, то есть у меня будет больше времени, я хочу писать книги. Мгм. Ну или читать, вернуться к чтению. Для меня сейчас образ Навруза Одинаева и Навруз Одинаев, которого я тебя знаю, вот, без камер, без социальных сетей. Вот Фарик у нас был в гостях, он говорил то, что мы в Фейсбуке все какие-то нетрушные, Что такое трушность? Что это? не настоящие. Вот согласен. И вот я задумался, вот если сейчас у тебя все так переплетено, и ты сам сказал, что ты человек деятель, ты в действии, мужчина в действии. А если все это отнести, вот всю твою деятельность убрать, что останется? Может Останется, быть, ты я тебе и так растворился скажу. во всем этом? Нет, останется такой человек, как Фарух, наверное. Интроверт, потому что я не люблю общество, абсолютно. Мне многие говорят, что я другие впечатления обычно там, да, оказываю, скажем так. Но я предпочитаю очень узкий круг друзей. Могу вообще без людей отдохнуть, там, да, посмотреть какой-то фильм, отдохнуть, в смысле того, что там стихи какие-то послушать. Не Мне скучно как наедине таковой, с собой? да, вообще не скучно, абсолютно. То есть, по сути, я так часто говорю, я тоже интроверт, но ввиду моей работы и деятельности, да, я вынужден быть экстравертом. То есть это такой некий навык, который нарабатывается. Согласен. То есть у тебя то же самое получается. Абсолютно. Если ты заметил, ни в Инстаграме, ни в Фейсбуке ничего личного от меня нету. То есть личное, я имею в виду семейные какие-то там, да, кто мой отец, где там, кто мой брат, кто сестра, то есть какие-то там, моя новая любовь, я не знаю там, да. Вот эти моменты я никогда не выкладываю, я считаю, что это очень личное, это то, что общество еще не заслуживает, скажем. Что будет через год с Душанбе, с страной, с тобой? Я думаю, что год немножко тяжелый будет. Я стараюсь иногда быть оптимистом, но все равно, и когда ты находишься в гуще каких-то событий, знаешь какие-то данные, информацию, год будет чуть тяжелее. Не скажу, что он намного тяжелее. Но опять-таки будет зависеть от ряда обстоятельств, мировых обстоятельств. С Душанбе, я думаю, что большинство особо ничего не заметят, как и не замечали раньше. Практически все так же останется. Со мной я буду в Душанбе еще буду в Душанбе. У меня будут какие-то новые регалии, там какие-то новые достижения, успехи. Возможно, я буду женат. И самый главный вопрос. Кто мы? Повторяюсь, получается, мы люди действия. Мы неравнодушные люди. Дальше действовать будем мы. Дальше